1,5-километровом забеге по живописному горному серпантину приняли участие более 60 бегунов со всей Ингушетии. На территории курорта Арамхи проходят республиканские соревнования по легкой атлетике в памяти депутата Верховного Совета РСФСР Бембулата Богатырева. Министерство спорта совместно с компанией «Курорты Ингушетии» взялись выявить среди участников забега самого быстрого и выносливого марафонца. У каждого атлета свой порядковый номер. Сегодня мы проводим республиканские соревнования по легкой атлетике по пересеченной местности на территории всесезонного курорта Арамхи. Забег на длительную дистанцию – дело привычное для этих спортсменов. Другое дело – бег в гору. Для этого требуется потратить намного больше энергии, чем при равнинном беге. Ведь во время такой работы идет дополнительная нагрузка на все тело. От ног требуется больше сил на совершение толчка. А мышцам спины и пресса требуется удержать корпус в ровном положении. Финишная лента на горизонте придает бегунам больше сил для рывка. Тройку призеров ждут медали и кубки. А самым быстрым из покорителей горных склонов оказался Хаваш Картоев. Было сложно, особенно при поворотах. Было сложно, да. Хочу поблагодарить организаторов соревнований. Хочу, чтобы часто проводили такие соревнования. Особенно тут, в горах, где чистый воздух, атмосфера. Помимо кубков и медалей, Хаважу Картоеву в качестве приза за первое место вручили сертификат. Магомед Евлоев надеется, что такие соревнования будут проводиться и дальше, выходя за региональный масштаб. Участнику, занявшему первое место, получил сертификат от курорта в Ингушетии на проживание. Система все включено на территории нашего курорта. Думаю, подарок ему понравился, учитывая реакцию. Соревнования данные проводятся в первый раз, но учитывая, что они оказались действительно востребованы, учитывая количество участников и желающих поучаствовать, я думаю, проведение данных соревнований будет уже ежегодным и будет выходить уже за рамки Республики Ингушетия. То есть участники будут и из других регионов Российской Федерации. Попробовать свои силы на капризных горных подъемах все желающие смогут теперь уже в следующем году. Для таких соревнований важно готовиться заранее. Речь не только о тренировках, но и полноценном медицинском обследовании. Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. Жарадат Хулхоева, Адам Мережков, Адам Далаков, Новости 24.